Очень сильно народ беспокоит вот этот беспредел, который творится по нашей недоработке. Вы, как юристы, находите тысячи вариантов каким-то образом не довести до логического конца такое понятие, как неотвратимость наказания. В 2016 году некто гражданин стреляет в другого гражданина. То, что я вижу везде, какое-то уголовное дело возбуждается, людей сажают в тюрьму, там, наказывают. Какой-то там вижу. Что здесь там и прокурор почему до конца не досмотрел там. Думаю, что надо проверить, разобраться, кто там с кем договорился. И почему какой-то участковый там нашел или не нашел основания, вот будет уголовное дело там, или отказ уголовного дела. То есть совершенно непонятно, почему такая, Юрий Александрович. Поднимите это дело, проверьте. Здесь там и УСБ подключите, поднимите, и прокурорскую проверку направьте, Андрей Владимирович. Это как раз правильно вы подметили. Если бы в 2016 году первый был бы наказан, то маловероятно, что сейчас был бы второй случай. То, что там между собой ходит там по домам, уговаривать, сперва дурость какую-то сотворят, потом вся республика должна ходить по дворам там, и уговаривать друг друга, там, помиритесь. Поэтому и совершайте эти преступления. Думаю, что все будут ходить, там, всех будут уговаривать, там, простите кровь. Он спокойно выезжает на федеральную трассу, останавливает или не останавливает машину, достает огнестрельное оружие, стреляет. Это все выходит, там, в том числе в прессу. Мы тут за каждый там сантиметр клочок земли там, по безопасности, по обстановке, по инвестициям беспокоимся. Как их назвать? Сейчас опять выяснится так. Пройдет там какое-то время, и все это забудут, как и прошлогодний случай. И только когда с автоматов, с пулеметов начнут там по 5 трупов валить, тогда только все проснемся. Ну, так же нельзя делать, в конце концов. Поэтому просил бы здесь прокурора на личный контроль взять, и первый случай, и этот случай. Нельзя допускать этого. Нельзя такие вещи допускать вообще даже близко. Главой администрации держать это на личном контроле, эти дела. Почему человек стрелял с оружия, и почему он не наказан? За хранение оружия, так нет, это же преступление. Второе, что он совершил еще второе преступление, что он стреляет с этого оружия. Почему этого человека не наказывают никак?